Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Улуг Мухаммад, основатель Казанского ханства. Все империи рано или поздно разрушаются. Как карточный домик рассыпались необъятные владения Александра Македонского, растаяла, как дым, могучая персидская держава, рухнул вечный Рим. Пришло время, раскололась и Золотая Орда. Выкарабкиваясь из-под ее обломков, формировались новые самостоятельные государства. Наиболее сильными из них оказались три: Московское княжество, Крымское и Казанское ханство. Но вот причуда истории. Каждое из этих молодых государств, не успев опериться и вкусить все сладости суверенитета, стало думать не о том, как лучше обустроить свою внутреннюю жизнь, а нацелилось на захват оставшегося почти бесхозным имперского наследства. Возможно, прав историк Лев Гумилев, говоря, что сам географический ландшафт евразийских просторов наталкивал на создание единой централизованной державы. Но где утвердится ее столица после того, как захеревший сарай окончательно сойдет с политической арены? В Москве, Бахчисарае, Казани? Чтобы ответить на этот узловой вопрос истории, понадобилось около 100 лет. Поначалу фортуна улыбалась ордынскому хану Улуг Мухаммаду. Стопроцентный чингизид, отпрыск знатного хана, внук знаменитого Тохтамыша, привык мыслить вселенскими масштабами. Удел провинциального казанского бека его не устраивал. Возрождение Золотой Орды с центром в Казани – вот уровень притязаний властолюбивого ордынца. Но основной соперник, московский князь Василий, которому Улуг Мухаммад, бытность свою ханом, в сарае самолично вручал ярлык на княжение, тоже был не лыком шит. Если с сарайскими ханами еще считался, то казанских, считая себе ровней, пытался посылать куда подальше. Только после нескольких набегов на Москву и захвата в плен Василия выход, то есть дань, московиты стали давать не в сарай, а в Казань. Для того, чтобы выкупить московского князя из плена, понадобилось от злата и сребра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов 300 000. Для сбора дани, на самом деле, как сегодня сказали бы, федерального налога, в города московитов поехали казанские чиновники. На ярмарках все громче стала раздаваться татарская речь. Над православными кварталами возвысились минареты мечетей, с которых муэдзины выкрикивали звучные азаны. Впрочем, они и раньше здесь призывали правоверных к молитве. Московский посол не сильно лукавил в Стамбуле на приеме у турецкого паши, когда заявлял: «Мой государь не есть враг мусульманской веры. Слуга его, царь Саин Булат, господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, ибо суржики, князья Ногайские в Романове, все они свободно и торжественно славят Магомеда в своих мечетях». Дипломаты, как известно, любую ситуацию могут повернуть выгодной стороной. Но оппозиции московского князя во главе с Дмитрием Шемякой она сильно не нравилась. Зачем привел татар на нашу землю и города с властями отдал им в кормление? Только вопросами дело, понятно, не кончилось. Василия не сложили и выкололи глаза, после чего он стал зваться не иначе, как Темный.
Но друзья-татары, царевичи Касим и Якуб, в беде не оставили, помогли вернуть московский престол. Из всех историков, пожалуй, Михаил Худяков наиболее щедр на комплименты в адрес Олуг Мухаммада. Большой ум, громадная энергия, колоссальная предприимчивость – это еще скромная характеристика. По мнению Худякова, план основания Казанского ханства можно назвать гениальным. И еще. Личность Олуг Мухаммада, несмотря на скудость сохранившихся о нем известий, рисуется в качестве весьма выдающейся. Царствование его в сарае было блестящим, и суверенитет над Россией был прочным и непрерывным. Принужденный оставить сарай, он отправился в Крым и основал там независимое государство. Вынужденный вторично покинуть престол, Олуг Мухаммад не пал духом и вступил в пределы России. Одержав победу у Белева, он решил, по примеру Крымского ханства, отторгнуть от сарая все Среднее Поволжье и основать там самостоятельное государство. Этот грандиозный замысел был выполнен им чрезвычайно успешно. Мало того, ему удалось в пределах России создать еще одно самостоятельное государство – ханство Касимовское. Конец цитаты. Выдающейся исторической личностью Олуг Мухаммада считал и знаменитый татарский писатель Гаяз Исхакый. Одна из последних его книг, написанных в эмиграции в Турции, так и называется «Олуг Мухаммад». Вот финал этой исторической пьесы. Тимир, громко, люди, джамагат. Василий поклялся платить Казани ясак, признал его величество хана своим повелителем и снова возведен на московский престол великим князем. Его величество хан приказал всему народу праздновать это событие 3 дня и 3 ночи. Народ кричит: «Да здравствует хан! Да здравствует визири! Ура! Мы победили!» С улицы доносятся звуки военной музыки. Василий, князь московский, поднимает чашу с кумысом: «За ваше здоровье, ваше ханское величество!» Хан: «За здоровье страны!» Пьет кумыс. Конец цитаты. Если абстрагироваться от художественной патетики и обратить внимание на экономику Казани того времени, надо признать, что она была на подъеме и не только благодаря московскому выходу. Бурно развивались ремесла, в том числе металлургия. Достаточно сказать, что первые пушки отливались в Казани, и именно отсюда они попали в Москву, а не из Европы, как думали раньше. Казань превратилась в крупный центр международной торговли. На гостином острове, как раньше в Булгарии, проводились знаменитые ежегодные казанские ярмарки. Раньше был Ага-базар в Булгарии, теперь стали казанские ярмарки в Казани. Позже подобные всероссийские торжища будут переведены в Нижний Новгород или Ибрагимов, как назывался сей град при основании. Ибрахим город. Но кончилось правление Олуг Мухаммада трагично. Его убили. Правда, некоторые исследователи, в том числе Михаил Худяков, утверждают, что хан умер своей смертью от старости. Есть несколько версий убийства Олуг Мухаммада. Назовем 2. По Льву Гумилеву Олуг Мухаммада убил его сын Махмутек. И именно сын, а не отец, якобы основал Казанское ханство в 1445 году. А его брат Касим
взял на себя бремя мести за отца, став верным союзником московского князя Василия Темного, который выделил ему надел, получивший название Касимовского княжества. Согласно другой версии Нуруддинова, Улуг Мухаммад пал от меча своего брата Кара Якуба. Один из сыновей Улуг Мухаммада, а именно Касим, встал на сторону дяди, и не Касим, а Махмуд-Тег поклялся отомстить за убиенного отца. Так Касим, получивший Касимовское княжество, и Махмуд-Тег, правивший в Казани, превратились в непримиримых врагов. Последователей первого стали называть касимовские татары, последователи второго – казанские татары. Москва умело играла на этой вражде, поддерживая партию Касима. Чем это в конечном счете закончилось, хорошо известно. Иван Грозный в 1552 году взял Казань. Некоторые исследователи, например, Алишев, говорят о том, что, несмотря на сильную децентрализацию, булгарский улус в рассматриваемый нами период еще продолжал существовать. Помимо ослабевшего, собственно, булгарского бегства и набиравшего силу Казанского царства, в него входили Жукотинское возле современного Чистополя и Керменчугское возле Мамадыша княжество, а также бегство Чалы, Алабуга и другие. По одной из версий, Махмуд-Тег был не самостоятельной фигурой, а лишь ставленником местных беков и занимал скромный пост улугбека, губернатора Казани. За ним и его потомками за верное служение Казани этот пост был закреплен якобы навечно. Так завершилась династия прежних ханов Казани и началась династия золотоордынских ханов. В этой междоусобице Казань прозевала главное. Инициатива медленно, но верно переходила к Москве. Любопытно, как трактует ее возвышение один из авторов евразийской идеи, князь Николай Трубецкой. По его мнению, просто произошла замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву. С этой оценкой вполне солидарен и Лев Гумилев, добавляя лишь, что этой замене сопутствовала и смена правящих династий. В итоге, заключает Гумилев, земли бывших Золотой и Синий Орд, Поволжье и Тюмень, были воссоединены, на сей раз под рукой московского государя. Иной оказалась судьба его западных княжеств. Белая Русь, Галиция, Волынь, Киев и Чернигов отказались от союза с Ордой и стали жертвой Литвы и Польши. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар. Allah'a ver, ben bu